В первые полчаса своей пресс-конференции президент Рауль Хаджимба говорил о причинах частой смены правительства, принципах формирования нового состава Кабинета министров и кадровой политики. С чем связана столь частая смена правительства? Это первое. Второе. Почему не всегда мы слышим объяснение того, почему, допустим, сменяют одного министра, назначают другого? И с какими сложностями вы столкнулись при формировании нынешнего состава правительства, потому что, в принципе, с 5 августа пока еще много вакантных должностей. Сегодня это вызывает определенное треволнение, почему происходит так часто смены руководителей правительства. Но не забывайте, были буквально некоторое время тому назад и заявление о необходимости проведения этих перемен. Но это не говорит о том, что мы пошли на поводу у кого-то. Мы исходим из объективной реальности, которая складывается. Что касается формирования самого правительства, у нас еще не истек срок этих работ. У нас 3 месяца формирования в полном объеме Кабинета министров. И буквально в ближайшее время будут обозначены и все остальные лица, которым придется руководить теми или иными министерствами и ведомствами. Как и ожидалось, журналистов интересовали причины ухода с поста министра иностранных дел Вячеслава Чирикба. Оказалось, что одна из них связана с затягиванием выполнения поручений данных министерству в ходе ежегодного послания президента парламенту. К тому же у контрольной палаты есть вопросы к внешнеполитическому ведомству, касающиеся финансовой дисциплины. На самом деле, многие вопросы, которые стояли перед Министерством иностранных дел, требовали большей активности. Было послание мое. Мы поставили задачу подготовить соответствующую концепцию внешнеполитической деятельности. Мы ее практически ждали почти несколько месяцев. Один раз она была представлена, но эта бумага была не по уровню ее подготовленности, соответствующим тем требованиям, которые ставит сегодня государство именно в работе Министерства иностранных дел. Следующий час пресс-конференции был посвящен вопросам внутриабхазской повестки, в частности, взаимоотношениям власти и оппозиции. Президент подтвердил готовность к диалогу с оппозицией и совместной выработке общей позиции по ключевым вопросам. Более того, по словам президента, премьер-министр предлагал представителям оппозиции портфели в новом составе Кабинета министров. Сначала было получено согласие, но потом отказ. Да, были определенные встречи, были разговоры, и даже были даны согласия на каком-то этапе. Но потом в одночасье все изменилось. Мы и сегодня, еще раз говорю, готовы к диалогу. Хотелось бы, чтобы этот диалог был бы действительно результативным. Прессу интересовал ход расследования событий у стен МВД этим летом. Рауль Хаджимба заверил, что расследование в отношении зачинщиков беспорядков будет доведено до конца. Какие выводы были сделаны правительством по факту захвата МВД и ведется ли сегодня расследование по этим делам? Я думаю, не правительство должно сделать выводы, а соответствующие структуры, провести соответствующие работы по данным процессом возбуждены уголовные дела. Более 70 человек опрошено. То, что есть у меня на сегодняшний день информация. И работа продолжается. И будет доведена до логического завершения. Выборы в парламент весной следующего года пройдут по действующему законодательству, сказал президент. При этом он уточнил, что конституционная реформа будет продолжена. К моему сожалению и к сожалению многих членов нашего общества, эта ситуация застопорилась. Мы представили соответствующее видение, но, к сожалению, депутаты парламента не поддержали нашу инициативу. И как бы не было больно, в данной ситуации, я думаю, мы придем к парламентским выборам в том виде, в каком, как говорится, мы проводили и предыдущие выборы. Но нам надо все равно не останавливаться, делать эту работу. Я надеюсь на то, что в любом случае мы придем к смешанной системе
Проект Российско-Абхазского договора по информационно-координационному центру МВД не несет угрозы суверенитету, сказал глава государства. Наоборот, ИКЦ будет координировать деятельность по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений, сказал президент. ИКЦ в том виде, в каком его нам представили на первом этапе, и то, что мы сегодня имеем, это земля и небо. Если там речь шла о 400 сотрудниках, то сегодня практически речь идет о 200. И речь идет о возможном содействии Абхазии в разных направлениях, начиная от экспертной, криминалистической сферы деятельности. Я здесь ничего плохого не вижу. Рауль Хаджимба высказался и на тему работы судов, о том, как реформирование судебной ветви власти отразилось на качестве отправления правосудия. По словам президента, радужных результатов пока нет. Что касается формирования института судебных исполнителей, то эта работа будет завершена к концу года, уточнил глава государства. Я не хочу вмешиваться в работу судебных органов, но видеть, как гражданин, как глава государства, то, что иногда происходит, наверное, мимо пройти просто нельзя. И должна эффективно работать структура, которая называется ККСом. Коллегия, квалификационная коллегия судей, она должна в соответствии с новым законом вести себя совершенно по-другому. Судьи должны чувствовать меру ответственности перед обществом, перед народом. Мы действительно пошли на беспрецедентное такое финансирование. Система учета и контроля на туристических объектах будет усовершенствована, сказал президент. Ключевыми для руководства остаются вопросы развития сельского хозяйства, социальная тематика, развития абхазского языка. Елена Лоло, Сейт Агуха, Абхазское телевидение.